Итак, дорогие друзья, давайте сегодня поговорим на тему, как поднять самооценку и уверенность. Уверенность в себе и перестать быть зависимым от мнения окружающих. Конечно, мы не должны забывать, что все зависит от нас, от того, какие мы цели ставим, к чему мы стремимся, какие наши взгляды на жизнь. Если мы хотим приобрести уверенность в себе, то мы должны понимать, что трудности уже берут сначала, с детства, но вполне возможно их преодолеть. Например, есть такие ребята в интернете, которые научились какому-то ремеслу быстро. Да? Ученые говорят, что если достаточно, поставив себе цели какие-то час-два, целенаправленно заниматься любым деятельностью, то спустя 2-3 года ты станешь одним из самых успешных специалистов в той или иной области, которую ты выбрал. Иными словами, все зависит от нас, какие цели мы ставим перед собой и что мы делаем для достижения их. Я вспомнил себя, дорогие друзья, когда я учился в институте, мне очень нравился предмет психология. Почему полюбил этот предмет? Потому что был очень хороший преподаватель. Это была женщина лет 45. Представляете, многие мои однокурсники тоже нравился этот предмет, потому что даже если поставили 6-й парой, мы с радостью ходили на ее занятия, потому что она так преподавала, так преподносила материал, что всем было интересно. И вот тогда многих из нас, те, которые надломленные со школьной скамьи пришли в институт, и многие наши студенты начали приобретать такой, знаете, уверенность. Начало просыпаться внутреннее такое чувство, внутренние мысли, и начали делиться с мыслями. Знаете, настолько было тяжело некоторым, особенно в моей группе учились студенты, которые приехали из далекой деревни. Они такие надломленные, стесненные, такие краснели, бледнели, не могли высказать свое мнение. У них не было мнения, но постепенно я смотрел, что как и я, и как и другие мои однокурсники начали меняться. Начали выписывать такие крылатые фразы, такие афоризмы, начали читать рубаи, там, начали работать над своей самооценкой, да, повышать свою самооценку. Помните, в 2003 году я как-то услышал такой интересный, ну, вы знаете, это рассказ, басня Крылова «Ворона и лисица», и она была переделана на азиатский стиль. Там говорится, что лиса пришла к вороне и сказала, да: «Ой, какой ты красивый, Джураджу, какие у тебя красивые перья, у тебя голос такой, ты поешь красиво» и так далее, да. И от таких комплиментов моральный дух поднялся у вороны на 22%, да. Интересно, что когда нас хвалят, когда нас любят, когда поощряют, у нас самооценка поднимается. И поэтому низкая самооценка – это то, что нас меньше хвалили, когда у нас что-то получалось. И этот урок для нас, родителей, чтобы мы правильно воспитывали своих детей, что их нужно часто хвалить. И третий фактор, я заметил, что выбор круга общения. А скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Круг общения очень сильно формирует наш взгляд на жизнь. Если нас окружают такие люди, которые где-то у них не получается, они ноют или там что-то рассказывают, то мы рано или поздно будем перенимать их образ мышления. А наоборот, если мы ищем таких собеседников, друзей, у которых что-то получается, они позитивные, они ставят цель и умеют достигать, то мы учимся и стараемся
перенять у них хорошие черты характера. Поэтому это очень важно, выбор круг общения. Да, дорогие друзья, каждый день нам приходится принимать решения, которые влияют на нашу жизнь. Какие-то решения мы принимаем с легкостью, а какие-то нам тяжело дается, особенно когда это касается серьезных перемен в нашей жизни. Возможно, мы находимся, допустим, в решении, что нам делать, как нам дальше жить, переехать в другую страну или не переехать, как решать те или иные проблемы, которые там будут и так далее. Если мы уверены, то мы смело можем принять какое-то решение. Но неуверенность это показывается тем, что мы чего-то боимся. Есть страхи, которые нужно научиться преодолевать, но это не так-то просто. Откуда берется такая неуверенность и низкая самооценка? Это очень просто, дорогие друзья. Все берется с самого детства. Нас так воспитывали, многих из нас. Со школьной скамьи даже возьмите, один лишь только пример. Если мы соревнуемся с учениками, кто больше оценку получит, кто ударник, кто отличник, уже оттуда начинает формироваться наш взгляд, что, оказывается, я не такой успешный, как другие, что у меня плохо получается, и отсюда и низкая самооценка. Учитель, который бьет линейкой по руке, по музыке, когда ты взял не ту ноту, это тоже формирует нашу личность, и мы растем, а может быть не надо, а может быть у меня не получится, я не успешный, я все равно разочарую кого-то и так далее. Но у страха глаза велики. Помните, есть такое крылатое выражение: глаза боятся, руки делают. Я хочу вам привести один лишь пример. Вы активно пользуетесь интернетом, и лишь два примера. Это две девушки, которые, казалось бы, такой стереотип, что женщины не водят КАМАЗ или не водят такую технику, да, грузовую технику, самосвал не водят. Это стереотип. Посмотрите здесь. Девушка, да, ломает этот стереотип и водит машину КАМАЗ. Другой стереотип: девушка, девушки не чинят автомобиль. Тем более советский автопром Нива. Тоже посмотрите, ее канал очень интересный. Все это ломает стереотипы. Это нелегко двигаться вперед, не опускать рук. Для этого нужно работать над собой, ставить перед собой цели, работать над внутренним миром, стараться позитивно мыслить, окружать себя. И тогда должно все получиться, дорогие друзья. Я желаю вам искренне этого. И до новых встреч. Каныбек из Мерсина. Увидимся. Вот вам, дорогие друзья, немножко кусочек моря Средиземного. Хорошая погода сегодня.